Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». В 1730 году обрисовалась необходимость расширения рынков Российской империи на восток. Но сами себе представляете, что если, допустим, вы нашли товар на востоке и нашли рынок сбыта, и, в принципе, все хорошо, но здесь у вас появляется препятствие. То есть первое препятствие — то, что там совсем другие обычаи, язык и культура. Второе — это то, что у вас могут быть клиенты. А третье — то, что просто вас могут ограбить, будь ваш караван. И что вы будете в этом случае делать? В случае с русскими потребуются посредники, и этими посредниками стали татары. Потому что казахские татары, они хорошо владели языком, обычаями и укладом жизни народов Средней Азии, и тем более между ними была религиозная общность. Если вспомнить, то положение татар при Петре Первом и после его было не очень хорошее. То есть, во-первых, действовал режим насильственной христианизации. Вы помните, наверное, что татары, некрещенные, должны были платить налоги за новопрещенных. Запрещалось строительство мечетей. Все мечети при Анне Ивановне практически были разрушены. Священники часто вмешивались в мусульманские дела. Также татар были ограничены торговли. Торговля велась только в слободе практически. То есть в основных городах, то есть этим была запрещена торговля. Тем более при Петре Первом была введена подушная подать вместо подворной. То есть если раньше налог платил целый двор, туда можно было записаться несколько семей, то теперь это не прокатит. И налог платит даже новорожденный ребенок. Еще более тяжелой была рекрутская повинность. То есть при Петре Первом была введена рекрутская повинность, то есть татары должны были поставлять рекрутов ежегодно, там по выборам, да. И фактически эта служба была пожизненной. И когда провожали татар на службу, фактически провожали на смерть. То есть это в баидах, во всех рассказах это все описывается прекрасно. А к тому же, кроме того, действовала лашманская обязанность. Это заготовка корабель флотах, получается. Служил татары, и часть язычных Петром Первым были преобразованы в лашманы. То есть они обязаны были заготовить флот. А это очень тяжелая, то есть тоже повинность, то есть рубка леса, это тоже, то есть фактически положение татар стояло намного хуже. В 1630-1738 годах прокладывается караванная дорога из Казани до Яйка. И к тому же основывается Оренбург. Соответственно, все это позволяет расширить российскую торговлю и связать важные торговые артерии. Первый оренбургский губернатор Неплюев, он это все прекрасно понимает и прекрасно понимает необходимость татар, использования татар в этой политике. И он встречается с группой казанских татар из Мамельса Кусыши, это сейчас богатые Сабы, во главе с Сеитом Хаялиным, и беседует с ним насчет того, чтобы основать под Оренбургом торговое поселение. А кто же такой Сид Аитов, Синхаялим? Он служил переводчиком в комиссии по башкирским делам. Он разговаривал с участниками башкирского восстания, то есть участвовал в переговорах, переводил, и уговаривал их прекратить выступления. То есть фактически он как бы большую роль сыграл для Российской империи в башкирских восстаниях. Другой такой татарин, который тоже помогал подавлять башкирское восстание, правда, уже военным путем, это был Надыр Уразметов. То есть вы знаете, может, его как бы не добытчика, но как раз-таки занимался подавлением башкирских восстаний. Он возглавлял мишарские и службо-татарские войска. И что происходит? Парадокс. Эти татары оба получают привилегии от российского правительства. Сид Хаярин получает на поселение Сидовскую слободу, а Надыр Уразметов получает Надыровскую волость. То есть это люди верной империи. И за это они получают привилегии. Они фактически представляют собой тех людей, за которыми авторитетов, за которыми потянутся соотечественники. И после долгих разговоров, то есть и при одобрении, конечно, императрицы Елизаветы Петровны, Сенат дает разрешение поселиться желающим татарам и жить при Оренбурге. Условия были следующие, то есть татары освобождаются от рекрутской повинности и могли свободно исповедовать мусульманское вероисповедание. Оговорено число переселенцев — это 200 дворов. Но вместо 200 на поселение прибыло лишь 173 двора. Это основную массу составляли ясачные служилые татары. Там же были, кстати, башкиры, сыновья участников башкирских восстаний. И получается, что основная масса прибыла из Казанской губернии. Это Арская и Зюзевская дорога. Часть прибыла из Свижайского и Сибирского уездов, а отдельно можно отметить группу калинских татар, которые также прибыли на поселение в татарскую Каргалу. А сам список переселенцев, он имеется, содержится в второй ливийской сказке 1747 года. Она находится в Российском государственном архиве древних актов. И там можно посмотреть, откуда прибыли переселенцы, то есть сколько было прибыло переселенцев, то есть их возраст.
Эта ревизия мной была переведена 10 лет назад, она опубликована, и вот по QR-коду можно будет попасть на эту статью, и там как раз-таки будет полностью оцифрованная ревизия. Узаконение Ситовской слободы, которое получило название по имени Сита Хаялина, оно состоялось по указу Елизаветы Петровны от 8 августа 1745 года. Вот отсюда именно получается 280 лет. Я считаю, то есть некоторые считают, что основали было в 1784, то есть начали заселяться, но я считаю, что указ как раз императрицы Петровны, ну, как раз таки отсчитывал начало Ситовской слободы. Какие же там были условия для поселения? То есть было разрешено строительство мечетей, соответственно, выбор мул и несение и религиозных обрядов, освобождение от трекутской повинности. Правда, в случае войны нужно было собирать и регулярные войска. Разрешалось принимать на жительство работников с азиатской стороны. А Афоном и Абызом разрешили вести гражданские тяжбы татар. А это большая заслуга. То есть фактически, если раньше даже было запрещено религиозное обряд вести, а здесь получается, что духовный лиц получает некоторую автономию. Население Ситовской слободы быстро развивалось, потому что были привилегии, и сюда тянулись люди. Если вторая ревизия насчитывала 173 двора, то по свидетельству Рычкова к 1762 году насчитывалось 300 дворов. Население быстро росло. И власти это очень беспокоило, потому что на старых местах, там, откуда прибывали переселенцы, оставались недоплаты, налоги. Проблемой при населении прибавилась нехватка плодородных земель, потому что изначально земля, которая была выделена кыргызцам, была достаточно маленькой. И поэтому власти еще в 1736 году разрешили покупать и брать в аренду земли у башкирцев. В 1749 году и 1751 году группа торговых татар во главе с основным переводчиком Оренбургской казенной палаты Арсланом Бекметовым ситовцы приобрели большие земли у Башкирско-Минской и Кулио-Минской волости. Это более 1100 тысяч десятин. И вот как раз можно посмотреть. Это получается территория современного Селибашевского и Федоровского районов. Здесь возникли новые деревни. Айдар-Али, Ишарганова, Тятя Росланова, Нижний Браево, Ишбуляк, Тяшево, Балаклы, Денискина. Но что такое основание деревень? Это же не просто построили дома. Здесь совсем другое. Здесь осваиваются плодородные земли, возникают торговые пути, идет торговля, организуются ярмарки. Здесь же строится МКТБ и МДРС, и получается возникает целая сеть. То есть фактически татары осуществляют колонизацию, возглавляют процесс колонизации России на Востоке. Так же, кстати, будет в Казахстане. В Казахстане татары назначаются в мечети, возникает махаля, и также происходит освоение территории. Представьте себе, то есть татары возглавляют колонизацию. Это не пусть это не... То есть представляете себе индейцев или негров, которые колонизаторов. Самое интересное, что ситовские татары участвуют в перевозке соли. Внимание, вы нигде не прочитаете о том, что татары перевозили соль. По архивным документам известно, что купец второй гильдии Губидулла Мухаммед Рахимов перевозил соль из резкой защиты вместо падения реки Ашкадар в Белую. Это еще задолго до основания Сельтамакской соляной пристани. Симбирский купец Сава Тетюшев этот проект решил поднять под себя. Он каким-то образом уболтал императрицу Екатерину II, получил деньги и построил соляную пристань, которая потом получила название Сельтамакской. Но, учитывая, что берега реки Ашкадар извилистые, и баржа просто в момент половодья разбивала о берега, проект провалился с треском. Сам Тетюшев испарился, а пристань перенесли в Самару. Ну и в Сельтамаке Савву Тетюшеву установлен памятник. Кыргызцы принимали участие и на политической арене. В период правления Екатерины II они приняли участие в работе уложенной комиссии и представили в комиссию свой наказ, где они свои положения описали. Депутат от кыргызских татар Мансур Пулатаев требовал уравнять подушную подать ситовцев с окладом оренбургских татар, улучшить условия заграничной торговли и упростить найм работников, а также решить земельный вопрос. Смотрите, в работе уложенной комиссии среди иноземцев присутствовало только 12%. Из этих 12% 90% были татарами. И ситовские татары тоже составляли большую волю. И фактически это уже проявление политической воли. Это лоббирование своих интересов. Нерешенные вопросы, которые уже в реформу принесения того еще не созрели, стали причиной присоединения многих кыргызцев к Пугачевскому восстанию. Вообще, насчет Пугачевского восстания у меня есть такое мнение, что это вовсе не восстание даже. Это не гражданская война. То есть потому что Пугачевы были
люди, то есть, которые занимали должности, у них были звания, то есть фактически было правительство, то есть, соответственно, писать указы, то есть фактически здесь гражданская война. То есть, и самое интересное то, что все планы основных боевых действий составляли татары. И некоторые воззвания Пугачева также написаны по-татарски. А жители Караулов активно примкнули к восставшим. Они поставляли продовольствие, фураж в Бердский лагерь и сами участвовали в сражениях. Из христианских татар был сформирован полк в числе 500 человек под командованием Мусы Алиева. 1 октября 1773 года в Ситовском Слободе восторженно встречали Емельяна Пугачева как императора. Караулу тогда называли Петербургом, а Бердскую Слободу — Москвой. Губернатор Рейсдобг сразу же дал приказ, чтобы ситовцы эвакуировались в Оренбург, но туда переехал только зажиточная часть, около 300 человек. Остальные все-таки решили приезжать восставших. Сам Пугачев остановился в доме у ситха Ельна и оттуда обратился к манифесту с народом. Он обещал крестьянам уничтожить непосильные налоги, передать всю землю, леса, покосы и другие угодья. Манифест, кстати, перевели на татарский язык и быстро распространились среди татарского и башкирского населения, Приурале и Поволжье. Естественно, границы, как и пугачевцы, проиграли, и за это понесли тяжелые последствия. В 1784 году состоялась реформа. Ситовская слобода была переименована на Посад. И здесь же поставлен был ратуша, то есть было введено городское управление. Появились купеческие, мещанские старосты. Местное население, они в торговых татарах, были записаны в купеческое мещанство. А те, кто не имел возможности записываться в купеческое мещанство, их перемещали крестьян, записывали крестьян. А те, потом крестьян, позже уже начнут записываться в казачье войско. Что же, какое значение имело открытие основания Ситовской слободы? Это точка отсчета расширения прав татар в российском правовом пространстве. Это реабилитация политическая, социальная и экономическая. Татары получили большие возможности. Посмотрите. То есть после этого, после Ситовской слободы, в 1700 году была разрешена торговля внешняя. В 1773 году выходит указ о веротерпимости по отношению к мусульманам. А в 1784 году уравнивается татарское дворянство с российским. В 1788 году образовывается Оренбургское духовное татарское собрание. То есть, получается, татары получают духовную автономию. Они имеют право избирать мул, который контролируется Оренбургским духовным татарским собранием. Фактически мулла получается представитель власти на местах. То есть он принимает решения, он решает гражданские дела, наследственные. То есть фактически это современный мэр, по сути дела. То есть имеет такие большие прерогативы. И я считаю, что ни один народ нетитульного происхождения, как татары, не имел даже права мечтать о таких возможностях, какие имели татары.